В давние времена среди великих гор Алатоо или на берегу древнего Енисея жила-была одна сиротка. Никого у нее не было в целом свете, кроме брата, который и приютил ее. А у брата была властная и жестокая жена, которая не взлюбила сиротку. Заставляла она работать ее день и ночь, и слова доброго не скажет. Не мог даже брат заступиться, жены своей боялся. И вот как-то раз зимой отправила она сиротку за водой к реке, дала ей 2 ведра и тяжелый топор. Делать нечего, взяла девочка ведра и отправила в стужу на улицу. Идет она, уже рук и ног не чувствует, а без воды вернуться нельзя. Пришла на реку, стала лед пробивать. Да неудобно ей в рукавичках. Бросила сиротка их на снег и принялась за работу. Пробила полынью, зачерпнула воды и скорее домой пошла. А ветер все сильнее, колет ей в лицо, идти мешает. Вон и дом уже виден. Как вдруг вспомнила сиротка, что тяжелый топор она на реке забыла. Что ж делать? Вернуться за топором замерзнешь в снежной мгле, а придешь домой без топора, злая жена брата на порог не пустит. Села сиротка в сугроб и горько заплакала. Слезы катились по ее щекам и превращались в маленькие льдинки. И никто не мог пожалеть сиротку. Лишь луна с высоты смотрела на нее и манила к себе. Никто не знает, чем закончилась эта история. Да только не вернулась в тот вечер сиротка домой. Поговаривают, что по Млечному пути взошла она на небо и осталась жить на луне. С тех пор смотрит она на людскую несправедливость с высоты, и слезы ее блестят миллионами звезд. Спокойной ночи, Айдана. Это всего лишь сказка. Спи. Завтра у тебя важный день. Айдана, дорогая, ты готова? Машина скоро приедет. Ну да, 4 колеса получше, чем 2. Ты собрала сумку? Сумку-то я собрала, а вот духом никак не соберусь. Думаешь, надо мне в город ехать? Айдана, деточка, ну чего ты переживаешь? Все будет хорошо. Мне накануне сон вещи снился. А если у меня ничего не получится? Что мне в городе делать? У меня и друзей там нет. Ты у меня талантливая, золотце. А там и друзья появятся. А вот и дядя Болот подъехал. Ну, готова? Всегда готова. Умница! Ты же сама решила поучаствовать в этом конкурсе талантов. А теперь вдруг испугалась? Кто испугался? Это я испугалась? Ну, да, я испугалась. Ты сильная. У тебя все получится. Давайте я помогу. С сумкой я сама справлюсь. Помоги лучше Айдане. Айдар тебя встретит. Пусть сразу позвонит. Хорошо. Ну, удачи тебе, внучка. Я верю в твои силы. Далеко собралась, лягушка-путешественница? Да вот, в кругосветное путешествие. Юмористка. В город, на республиканский конкурс талантов. О, чем будешь удивлять? Я приготовила песню про лунную девочку. Сама сочинила? Ага, и музыку, и слова. Вот молодец. А мои сыновья только и делают, что под телевизором сидят. Лодыри.
Куда он едет? Разве можно так водить? Кто? Да вон тот на Мерседесе. Короче, пап, я определился, кем хочу стать в жизни. Я буду певцом. Пропихнешь меня туда? Замолвишь словечко? Вот гад! Купил права, а водить не научился. Осторожно! Держись! Ну все, договорились. Я сейчас еду на Иссык-Куль отдохнуть. А завтра на конкурс. Там ты позвони кому следует. Айдана, ты в порядке? Да, со мной все хорошо. А как машина? Придется повозиться. Колесо лопнуло. Ну попадись мне, уши оборву. Ух, наконец-то добрались. Это точно. На своих двоих я бы быстрее доехала. Если бы не тот придурок на дороге, приехали бы засветло. Придурков в жизни гораздо больше, чем мы от нее ждем. Ничего страшного. Меня дядя должен встретить. Да, хорошо бы. А то мне обратно пора. Дети одни сидят. Да, конечно, езжайте. Дядя сейчас подойдет. Я его тут подожду. Точно? Что-то его не видно. Наверное, задерживается. Все будет в порядке. Езжайте. Спасибо вам за помощь. Ну, удачи тебе. И победи там всех на конкурсе. Где же дядя Айдар? Девочка, ты с кем? Я с дядей. Он отошел на минутку. Сейчас вернется. Или не вернется? Ладно, сама его найду. Здравствуйте! Вы не подскажете, как мне найти улицу? Добрый вечер! Вы не могли бы мне помочь? Что надо? Купите мне, пожалуйста, пачку печенья. Вот деньги. Ха, делать мне больше нечего. Ну, вы ведь ничего не делаете. Что? Умная такая? Тогда вы не могли бы посмотреть за моей сумкой? Я быстро куплю и вернусь. За сумкой? Ладно, так и быть, посмотрю. Спасибо вам большое. «105 сомов». Ой, а у меня только 100. Ладно, давай 100. Ой, моя сумка. Извините, вы не видели здесь женщину с большой черной сумкой? Не видел, девочка. Привет, лунная девочка. Вот и остались мы с тобой вдвоем. Может, мне тоже к тебе на луну? Будем вместе смотреть с высоты. А то тут мне как-то неуютно. Зря я в город приехала.
не нравится мне тут. Не так я себе все представляла. Добрый вечер. Лейтенант Чернов, у тебя все в порядке? Здравствуйте. Нет, наверное, не в порядке. Я домой хочу. Что случилось? Я приехала на конкурс талантов. Меня должен был дядя Айдар встретить, но не встретил. А потом у меня сумку украли. Хорошо, хоть гитара осталась. Надо было сразу к нам обратиться. Мы бы помогли. Поехали. Найдем твоего дядю. Ну вот, позвонил. Сейчас приедет твой дядя. Ого, да вам не милиционером, а сыщиком работать надо. Милиция может любого найти. К тому же по адресу несложно узнать номер телефона. Спасибо вам большое. Как хорошо, что я вас встретила. Не за что. Как ты одна-то оказалась? Где твои родители? Отец давно ушел от нас, как только я родилась. Узнал, что я никогда не смогу ходить, и ушел. А мама, ее не стало 2 года назад. Да, это плохо. А ты сильная, молодец. Я думаю, у тебя все получится. Вы не только милиционер, а еще и психолог. Айдана, ну наконец-то! Что же вы ребенка одного ночью оставили? Нехорошо. Привет, дядя. Да, ничего страшного. Да я ждал ее на вокзале. Долго ждал. Мы в аварию попали, вот и задержались. А потом жена позвонила. Нужно было детей забрать. Вот и разминулись. Не бросайте ее больше. Позаботьтесь о ней. Да, конечно. Спасибо вам. Удачи тебе. Все будет хорошо. Возьми мой номер. Если возникнут неприятности, позвони. Я помогу. Спасибо вам. Хорошо, что я вас встретила. Ну вот и пришли. Ты как, не волнуешься? Кто волнуется? Это я волнуюсь? Ну да, я волнуюсь. Все будет хорошо, не переживай. Это только отборочный тур. Ну вот, поставил машину прямо на тротуаре. Как теперь заходить? Вот за это я и переживаю. В конкурсе будут участвовать здоровые ребята, а у меня не получится. Что за глупости? У тебя есть талант. И то, что ты не можешь ходить, не помешает тебе его раскрыть. Смотри, у этого парня, кажется, проблемы со зрением. Точно. Он даже не замечает, что у него на плече сидит птица. Делать ей нечего. Как будто здесь Паралимпиада проходит. Не портили бы впечатление от концерта эти инвалиды своими выступлениями. Извини, пожалуйста. Просто спеть очень хочется. Хоть я и не вижу, но слышу приятный голос. Браво! Привет. Открою тебе страшную тайну. У тебя попугай на плече. Да, и между прочим, он мои очи. Звать его Турнабай. По своей природе я слеп, невзирая на это читаю рэп. Мое имя тоже с начинкой печенька. Адизом зовут меня частенько. Вот это да! Ты, наверное, словарь с рифмами проглотил. А я Айдана.
Айдана, лунная девочка. Ух ты, он и говорить может. Я сам его всему учу, и английскому могу, если захочу. Айдана, лунная девочка. Странно, откуда он знает, что я буду петь про лунную девочку? Да потому что тебя на сцену вызывают. Иди, особое приглашение нужно. Айдана, лунная девочка. Где же участница? Я здесь! Ну хорошо. Мы смотрим ваше выступление. Удачи! Песня про лунную девочку. Слова и музыка мои. Надо же! Тайно скрывая, звезды сияют неповторимой красоты. Прячусь от солнца в лунном оконце, девочка смотрит с высоты. Прочь от людского горького слова ты убежала в небеса. Слышишь, сиротка, не одинокой, там, где замерзли голоса. Улыбнусь солнцу, как всегда, за мечтой пойду хоть куда. Если рядом будут друзья, и беда, тогда не беда. Может, однажды спустишься даже, встретим с тобою мы рассвет. Будем смеяться и удивляться жизни счастливой много лет. Тайно скрывая, звезды сияют неповторимой красоты. Прячусь от солнца в лунном оконце, девочка смотрит с высоты. Улыбнусь солнцу, как всегда, за мечтой пойду хоть куда. Если рядом будут друзья, и беда, тогда не беда. И беда, тогда не беда. Молодец! Очень хорошо. Подожди за кулисами. Победителей мы объявим позже. Плохо спела. Коровы у нас в селе и то лучше поют. Неправда. От аплодисментов уши заложила. Похоже, ты весь зал заворожила. И последний участник на сегодня – Азиз. Прошу. Ой, это тебя. Как же ты выйдешь? Как Майкл Джексон с блеском. Не переживай. Мои глаза Турнабай. Пошли, друг, бодро. Ну, шагай. Раз, два, три, четыре. Стоп! Налево! Всем привет, я Азиз. Не смотрите, что я неказист. Сейчас будут рифмы как бомбы, а вам похлопать мне не в ломбы. Я земную тень всю умею освещать, за пределы стен выйду ветром подышать, даже в серый день. Солнечна моя душа, знаю по себе, как сиротство тяжело, но в лице судьбе я смеюсь опять назло, только не слабей. Сердце моего тепло, может, отыщу я где-то своего отца. Дайте мне мои глаза, матушку родную, может, я верну назад. Дайте мне мои глаза.
Так сиротство тяжело, но в лице судьбе я смеюсь опять на зло, только не слабей. Сердце моего тепло, в синей вышине трону каждую звезду, в мирной тишине добрым ангелом пройду, прилетай ко мне. Счастье поскорее жду, может отыщу я где-то своего отца. Дайте мне мои глаза, матушку родную, может я верну назад. Дайте мне мои глаза. Где ты этому научился? У меня работа эгегей, я на радио диджей. Точно! Я смотрю, голос знакомый. Бабушка моя тебя очень любит. Минутку внимания, участники. Мы послушали все выступления и отобрали лучших, кто проходит в первый тур нашего конкурса. Я уверен, за тобой первое место. Не сойти мне с этого места. Итак, лидером в сегодняшнем концерте становится исполнитель Бакыт. Что? Не может быть! Он ведь даже не выступал, как бы не случился скандал. Перед концертом я видела, как он шептался с одним из судей конкурса. Так, надо будет выяснить тут все обстоятельно. Турнабай, следи за этим типом внимательно. Смотрю в оба. 19 место занимает исполнительница Айдана с песней про лунную девочку. И 20 место Азиз со своим рэпом. Все эти ребята переходят в первый тур нашего конкурса. Поздравляю! Не переживай, ты выступила лучше всех. Я верю, ждет тебя успех. Спасибо, ты тоже был крут. Но быть талантом сейчас не в почете. То ли еще будет. Ну что, Айдана, репетируешь? Нет, просто с гитарой обнимаюсь. Первый тур конкурса я теперь точно провалю. Не расстраивайся. Путь к успеху совсем нелегкий. А к тебе гость для поднятия настроения. Да? А кто? Кто может от музыки ее устоять? Привет от поклонников, которых не сосчитать. Ой, целых 1,5 поклонника. Как ты меня нашел? Кто хочет, тот всегда добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. А парень прав. Прислушайся к нему, Айдана. Приглашаю тебя я на прогулку. В этом городе знаю каждую закоулку. Правильно говорить, закоулок, грамотей. Ну что, Айдана, прогуляешься? Подышишь свежим воздухом, и настроение вернется. Ну что, поклонники, пошли искать мое настроение. Ура! Она согласна! Впереди дорога! Стоп! Красный свет! Азиз, а все-таки, зачем ты нашел меня? Просто с тобой подружиться хотел. Вот в поисках тебя и преуспел. Скажи, Турнавай, Айдана красивая? Предатель! Ты речами купаешь меня в позоре. Впредь буду осторожен с тобой в разговоре. Пойдемте, заговорщики. Зеленый свет загорелся. Ты не устала гулять со мной? Надеюсь, тебе не хочется домой? Нет, не устала. С тобой весело. Только пить хочется. Сейчас решим эту проблему вмиг. Исполняю желание, как Хаттабыч-старик. Прямо! 10 шагов! Осторожно! Ступеньки! Ступеньки!
Что ты говоришь, Турнабай? В магазин нас веди, давай. Возле магазина высокие ступеньки. Пандуса нет. Вот и попили водички. Эх, большой магазин, крутой товар. Все ради денег, лишь бы был навар. Ладно, пойдем дальше. Я потерплю. Так не пойдет, жди здесь. У меня же Турнабай есть. Я скоро вернусь, и будет что попить и поесть. Вот бессовестные. Уже детей заставляют побираться. Вот, возьми. Постойте, я не попрошайка. Мне чужого не нужно. Это наше место. Кто тебе разрешил тут стоять, а? Тут же стоянка для транспорта. Моя коляска, мой транспорт. Я жду друга. Вот, заберите деньги. Да врешь ты все. Притворяешься калекой. Давай заберем у нее коляску. Нам пригодится. Ха-ха-ха. Вставай! А ну отдай коляску. Отстаньте от меня! Эй, вы! Не троньте девочку! А ну вали отсюда, пока цел. Сейчас ты у меня на самом деле хромать начнешь. Вот и мой друг со мной. Его зовут Бей Жуликов. Ты чего? Мы же пошутили. Брысь отсюда, юмористы. Они не инвалиды. Они просто притворяются. Не может быть. Может. Тут таких полно. Надо быть осторожной. Спасибо тебе, Супермен. Меня зовут Айдана. А я Джапар. Стоять всем на месте! Айдана, кто тебя обидел? Еще один Супермен. Уже все в порядке, Азиз. Это Джапар. Он просто помог мне. Чего это вдруг? А как же я? Кто твой лучший друг? Конечно, ты. Не переживай. Спасибо еще раз, Джапар. Ладно, мне пора работать. Рад был познакомиться. Такой юный голос и уже до работы вырос. Да, ему на вид лет 12. Куда родители смотрят? Ладно, дальше пошли. Что тут у вас было? Расскажи. Пока ты был в магазине, ко мне пристали какие-то хулиганы. И ты знаешь, они притворялись инвалидами. Пока здоров, не знает бед. Так устроен человек. Спокойной ночи, Айдана. Дядя, подождите. Что такое? Скажите, почему так трудно жить, когда ты не такой, как все? Эх, Айдана, я и сам не знаю. Этот мир так устроен, что выживает сильнейший. А если ты не можешь видеть или ходить, будет сложно. Мир не приспособлен для таких людей. Наверное, зря я приехала в город. Лучше бы я осталась у бабушки. Неправда. Ты поступила правильно. Не сдавайся. Ты сможешь всем доказать, что ты лучшая. Вы так думаете? Уверен. Рано тебе сбегать на Луну, лунная девочка. Спасибо, дядя Айдар. Отлично спета. Твоя песня душу задевает где-то. Спасибо. Главное, чтобы была душа. А песня душевная найдется. Как ты думаешь, может в финале спеть другую? Что бы ты ни спела, это будет хит. В любом конкурсе твой голос победит. Хватит воспевать меня, иначе возгоржусь. Айдана нравится Азизу. Опять ты болтаешь много. Смотри, в суп тебе дорога. Не обижай Турнабая. Он хороший. Пошли, лучше погуляем.
Отличная идея. Красный свет! Хорошо, что у тебя есть Турнабай. Без него ты бы не справился. На каждом углу подстерегает беда, но Турнабай выручит меня всегда. Зеленый свет! Почему бы не сделать светофор с голосом, чтобы он говорил, когда идти, а когда стоять? А еще съезды возле ступенек, чтобы было удобнее тем, кто не может ходить. Если ты слеп и образование не получишь, и с работодателем договор не заключишь. Ладно, не будем о печальном. Ой, смотри, это же Джапар. Привет, Супермен. Ты нас помнишь? Конечно, помню. Привет, Айдана. А это твой самый близкий друг Азиз? Не нужны аплодисменты. Не люблю эти неловкие моменты. Это твое орудие труда? Разве ты не должен ходить в школу? У меня нет времени на школу. Я должен работать. Так говорит мой дядя. Вот негодяй. Он заставляет тебя работать? Джапар, а где твои родители? Они уехали в Россию на заработки, а меня оставили дядя. Но ему наплевать на меня. Ему только деньги нужны. Позор, позор! Но почему ты не расскажешь все родителям? Я не могу, я боюсь. Дядя побьет. Ты же такой смелый. Спас меня от попрошаек. Да, спас. А дяде боюсь. Вот и приходится мне работать. Не принесу ему, что заработал за день. Будет не худо. Хоть ты и здоров, но жизнь твоя как стая волков. Спасибо вам, друзья. Мне пора. Работа не ждет. Постой. Я живу тут недалеко. Вот адрес. Заходи обязательно. И вы заходите в гости. Я живу за рынком. Дом с синей крышей. Только приходите, когда дяди не будет дома. Хороший парнишка. Надо ему помочь, а то валятся на него шишки. Конечно, надо. Ну как? Поможем ему деньгами, чтобы он скорее смог вернуться к папе и маме. Я в банке не работаю. У меня только 500 сом. Этого мало, но у меня есть план. Ну что, Айдана, готова к завтрашнему выступлению? Так точно. Песня спета, гитара настроена. Умница! Куда сейчас собралась? У нас с Азизом важное секретное мероприятие. Неужели свидание? Ну что вы, дядя, совсем другое. Помните, я рассказывала вам про мальчика Джапара? Который работает на базаре? Ага, мы хотим ему помочь. Для этого нам нужны деньги. И Азиз придумал отличный план. И какой же? Можно мне тоже этот секрет? Нам с Азизом положена денежная помощь по инвалидности. Вот мы и хотим сходить в отдел, где можно получить пособие. Разузнать, как ее можно получить. Идея хорошая, конечно. Но... Ладно, попробуйте. Только будьте осторожны. Конечно, дядя. Извините, а кто крайний? Проходите, ребят. Мы пропустим вас без очереди. Только какой в этом толк? Я уже 3-й месяц, как собираю разные бумажки. Надоело. Каждый раз просят новую справку. Плохи наши дела. Погоди, Турнабай, попытка не пытка. Ну что, пошли? Чего вам? Что вам нужно? Мы хотели бы получить пособие по инвалидности. Инвалиды? Где справка с места жительства? Сколько зарабатывают и где работают члены семьи? Родители и вправду не в состоянии обеспечивать. Обо всем нужны справки. Но я сирота. Тогда принеси справку о смерти родителей. Кстати, есть справка о том, что лежали в больнице? Нужны выписки невролога и хирурга, и комиссия будет рассматривать.
Слепая, слепая! Что? Это он про меня. Но вам же все равно, где моя семья. И что я слепой, вам бы поскорее отправить нас домой. Так, пока не соберете все документы, я не смогу вас оформить. Приходите, когда все бумаги будут на руках. Расшибешь свой лоб в 100 крат, если за дело взялся бюрократ. Не отдел по выдаче пособий, а дурдом какой-то. Лучше иметь больные ноги или глаза, чем болеть болезнью подлеца. Но мы все равно должны помочь Джапару. Дядя, негодяй! Да, дядя Джапара точно негодяй. Я поговорю с ним, он должен нас послушать. Пойдем, найдем дядя обитель. Не бойся, с тобой я, твой телохранитель. С синей крышей тут только собачья будка и вот этот дом. Надеюсь, дядя Джапара живет не в будке. Значит, мы пришли куда надо. Надеюсь, нас не ждет тут засада. Милостыню не подаю. Не хотим мы звонкую монету, а призываем вас к ответу. Здесь живет Супермен Джапар. Этот бездельник? Да, я его дядя. Он не бездельник, работает в поте лица, чтобы обеспечить тебя, подлеца. А ну повтори, пацан. Что ты сказал? Перестаньте издеваться над Джапаром. Он должен ходить в школу, а не терять здоровье на базаре. Ой! Пошли отсюда, попрошайки! Сейчас спущу на вас собак! Ах так! Вот тебе! Что ты наделал? Этот негодяй меня разозлил. Вот я об него твою гитару и разбил. Ты не понимаешь. Завтра выступление. Что теперь делать? Не плачь, Айдана. Я все исправлю. Завтра на твою песню сам музыку поставлю. Уходи. Оставь меня. Прости. Уходи. Айдана, ну чего ты такая грустная? Кто грустная? Это я грустная? Ну да, я грустная. Рано отчаиваться, Айдана. Может, еще повезет. Вчера уже повезло. Голова дяди оказалась крепче гитары. Пойдемте. Налево. 2 шага. Стоп! Здравствуйте. Не думайте, что я пришел развеять скуку. Вы здесь главный специалист по звуку? Да, я звукорежиссер. Что ты хотел, мальчик? Сегодня будет выступать один человек. Вы не могли бы поставить ей вот этот трек? И кто должен выступить под эту фонограмму? Это Айдана, самый лучший исполнитель, наших душ целитель. А ты крут. Хорошо, обязательно поставлю. Здравствуйте. Вам звонил мой отец? Да, Бакут. Как и договорились. Победа тебе обеспечена. Отлично. Держите, это вам. Взятка! Взятка! Ой, кто это сказал? Болтает ерунду эта птица, на месте ей не сидится. Так, участники, пройдите за кулисы. Начнем первый тур конкурса. Турнабай, ты прав, тут что-то нечисто. Выведем на чистую воду афериста. А сейчас выступает фаворит нашего конкурса, певец Бакыт. Ай! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame. Это ведь даже не твоя песня, друг. Надо бы узнать, что ты за фрукт.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Следующий участник нашего конкурса – Айдана с песней про лунную девочку. Извините, я сегодня без инструмента. Тайно скрывая звезды сияют неповторимой красоты. Прячусь от солнца в лунном оконце, девочка смотрит с высоты. Прочь от людского горького слова ты убежала в небеса. Слышишь, сиротка, не одинокой, там, где замерзли голоса. Улыбнусь солнцу, как всегда, за мечтой пойду хоть куда. Если рядом будут друзья, и беда, тогда не беда. И беда, тогда не беда. Может, однажды спустишься даже, встретим с тобою мы рассвет. Будем смеяться и удивляться, жизни счастливой много лет. Тайно скрывая звезды сияют неповторимой красоты. Прячусь от солнца в лунном оконце, девочка смотрит с высоты. Улыбнусь солнцу, как всегда, за мечтой пойду хоть куда. Если рядом будут друзья, и беда, тогда не беда. И беда, тогда не беда. И беда, тогда не беда. Азиз, это ты наколдовал? Я же говорил, что помогу. Ради друга я даже горы сверну. Ты настоящий волшебник. Получилось неплохо. Я даже не ожидала. Кто тут на радио крутой диджей? Крикнем его честь. Эгегей! Итак, подводим итоги первого тура нашего конкурса юных талантов. Определилась 5 победителей. Слушай, ты точно победишь. Первое место в сегодняшнем концерте занимает певец Бакыт. Аплодисменты! Ну вот, я так и знала. Неважно, что сегодня не ждет успех. Для меня ты поешь лучше всех. Успех сегодня повернулся ко мне спиной. Меня даже не объявили. Внимание! Внимание! И последнее место в 5 победителей занимает Айдана с песней про лунную девочку. Поздравляем! Ну вот, а говоришь, не победила. Ты в финале. Разве это не мило? Последние места обычно дают из жалости. Не страшно. А я вообще проиграл. Не светит мне никакой финал. Поздравляю, Айданочка. Ты в финале. Спасибо, дядя Айдар. Ну, ребята, пойдемте отметим это событие. Айдана, ты чего приуныла? Ты же выиграла. Кто приуныл? Это я приуныла? Ну да, я приуныла. Нет радости от победы. Как-то по-другому я все представляла. Зато ты в финале. Я буду за тебя болеть, тебя никому не одолеть. В финале у меня шансов никаких. Я точно проиграю.
Может, мне сразу вернуться к бабушке? Но ведь в городе ты нашла друзей, которые за тебя переживают. Разве не так? Для твоего выступления я запишу самый крутой звук. И поверь, мои слова не пустой звук. Ну что, ты согласна? Вы прямо два хитрых лиса. Ну, конечно, согласна. Спасибо, друзья. И прости меня, балбеса, за гитару. Зато теперь выступим на пару. Джапар? Подожди, я сейчас. Привет, Айдана. Я пришел попрощаться. Попрощаться? Куда ты собрался? Хочу найти своих родителей. Отправляюсь в Россию. Один? Ага, один. Доберусь на попутках. У меня есть немного денег. Это опасно. Ты еще маленький. А что делать? Я убежал из дома. Так плохо. После того, как вы говорили с моим дядей, он избил меня. Я больше так не могу. Да что же это такое? Надо тебе помочь. Никто мне уже не сможет помочь. Поэтому я сам найду маму и папу. Ты не сможешь даже сесть в автобус. На вокзале тебя остановит милиция. Постой-ка. Милиция! Что? Ты о чем? Я, кажется, знаю настоящего Супермена. Где же его телефон? Пять, 6, 7, пришли. Здесь живет этот пройдоха Бакыт. Надеюсь, он еще не спит. Адрес точный. Держи, это диктофон. Подслушать разговор негодяев поможет он. Спасибо, пап. Дело сделано. Я уже в финале. Ты мой единственный сын. И я куплю для тебя лучшую жизнь. Как хорошо, что сейчас можно купить что угодно и кого угодно. Мне этот председатель жюри дорого стоил. Но для тебя мне ничего не жалко. Этому предателю, то есть председателю жюри, нужно будет еще заплатить, чтобы я победил в финале. Сделаем. Не проблема. Купим хоть всех в этом жюри. Готово, готово. Отлично, Турнабай. Дело в шляпе. На финале он скажет спасибо папе. Не бойся, Джапар. Сейчас он за все ответит. И за мою гитару тоже. А, вернулся бездельник. И ты калека тут. Ну сейчас вы оба у меня получите. А ну стой! Лейтенант Чернов, ты собирался стукнуть ребенка? Я? Нет, что вы? Я детей не бью. А откуда синяки у мальчика? Он упал? Правда ведь, Джапар? Чем занимается ваш племянник? Он учится в школе. Очень хорошо учится. Я помогаю ему с уроками. Тогда скажи-ка мне, в каком классе учится Джапар? В 5? А, нет, в 3. Джапар, в каком ты классе учишься? Я вообще не хожу в школу. Так. Вместо того, чтобы ходить в школу, твой племянник работает с утра до ночи, а дома ты его еще колотишь. Я больше не буду. Тебя посадят за жестокое обращение с детьми и принуждение к труду. А за мою гитару вообще уши оторвут. Не надо, пожалуйста. Я отведу Джапара в школу. Я больше пальцем его не трону, клянусь. И расскажите его родителям правду. Как плохо Джапару без папы и мамы. А я каждый день буду проверять, исполняешь ты свои обещания или нет. Здорово! Крутяк!
ты красиво! Город светится огнями. Пусть я не вижу этой красоты, зато слышу, как рада ты. Спасибо, друзья, что взяли меня с собой погулять. Этот, у кого голова крепче гитары, тебя больше не обижает? Нет, дядя отвел меня в школу. Я наконец-то учусь. Победили злого дядьку, призвали его к порядку. А еще он позвонил родителям и во всем признался. Я так рада, что смогла хоть кому-то помочь. Не зря приехала в город. А как же твой конкурс? Это уже не важно. Мне кажется, я сделала что-то гораздо более важное. А конкурс – это всего лишь конкурс. Не корову ведь проигрываю. Ты не проиграешь. Есть у меня для тебя сюрприз. И тебя завтра ждет главный приз. Обожаю сюрпризы. Давай, колись. Пока это секрет. Вот тебе мой ответ. Иди на конкурс и ни о чем не переживай. Только мои слова не забывай. Ого, как много зрителей! Я столько людей за всю свою жизнь не видела. Все они пришли увидеть твой успех. Кто за Айдану? Поднимите руки вверх! Ой, и этот Бакет тут опять будет удивлять талантами. Но я его уже не боюсь. Самое время помочь Айдане, Турнабай. Ну-ка, посылочку им передай. Ты тут за музыку отвечаешь. Вот, поставишь мою фонограмму. Тут и музыка, и голос. Вообще-то у нас выступают вживую. Нельзя просто рот открывать. Мне можно. Я уже договорился. Ну ладно. Ну что ж, начинаем финал нашего конкурса юных талантов. Победитель получит главный приз. Учебу в музыкальной академии и работу с лучшими продюсерами столицы. Ого, вот ведь повезет кому-то. Я даже знаю кому. Ну что ж, начинаем концерт. Сейчас выступает главный претендент на победу, певец Бакет. Просим. Внимание! Будет крутое шоу сейчас. Для суда народного пробил час. Как хорошо, что сейчас можно купить что угодно и кого угодно. Мне этот председатель жюри дорого стоил. Но для тебя мне ничего не жалко. Что происходит? Это не я. Этому предателю, то есть председателю жюри, нужно будет еще заплатить, чтобы я победил в финале. Вот это да! Не певец, а клоун. Ничего особенного. Просто кто-то получает по заслугам. Теперь ему придется туго. Делаем. Не проблема. Купим хоть всех в этом жюри. Азиз, сознавайся, опять ты наколдовал? Ну, скажем так, помог торжеству справедливости и наказанию чванливости. Минуточку внимания. В нашем конкурсе произошла непредвиденная ошибка. У нас дисквалифицирован один из участников. Победа! Победа! Тише, пожалуйста, тише. А также нас покинул один из членов жюри. Не верим вашему жюри. Я все понимаю. Поэтому предлагаю зрительному залу оценить наших конкурсантов. Кто из выступающих соберет больше аплодисментов, тот и выиграл. Вот это да! Что делается? Ну хорошо.
А тогда слушаем следующую конкурсантку Айдану. Сегодня хочу вам спеть мою новую песню. И поможет мне один добрый волшебник, Азиз. Я? Ничего о том слезы лить, что таким родился на свет. Океан глубиной велик, разумом силен человек. Одежкой не блещи, знания свои покажи. Крохобор плюет на честь, но не зря же там и здесь. Лучик солнца в каждом есть. Лучик солнца в каждом есть. Стоит ли судьбу тормошить, если обижаться притом? Высотой горы хороши, человек прекрасен трудом. Все делай только от души, не откладывай на потом. Чисто любит лезть, но не зря же там и здесь. Лучик солнца в каждом есть. Лучик солнца в каждом есть. Ну что ж, по мнению зрителей, бесспорную победу одерживает Айдана! Мы победили! Это ты победила, одолела свои страхи. Браво, Айдана! Спасибо за поздравление, бабушка. Я так рада за тебя, моя девочка. Я тут ни при чем. Твоя лунная девочка мне помогла. Ты стала сильной и сможешь управлять своей судьбой. До встречи, бабушка. Готовь свой фирменный бешбармак. Я скоро приеду. Всем селом будем тебя встречать. Ой, Джапар! Джапар, что случилось? Опять дядя руки распускает? Нет, все в порядке. Просто я пришел опять попрощаться. Опять? Что же тебе на месте не сидится? Приезжает моя мама и папа из России. После разговора с дядей они решили забрать меня с собой. Это же здорово! Ты же хотел жить вместе с ними. Да, это благодаря тебе. Спасибо. Значит, мы больше не увидимся? Обязательно увидимся. Вы с Азизом приедете к нам в гости. Родители очень хотели услышать вашу песню. Приедем с нашей новой шоу-программой с дрессированным попугаем. Но все равно немного грустно. Все будет хорошо. У тебя доброе сердце. Пока. Пока, Джапар. Ну что, Айдана, жалеешь, что в село возвращаться надо? Кто жалеет? Это я жалею? Эх, ну да, жалею. Мне тут понравилось в городе. Это же ненадолго. Скоро начнется учеба в музыкальной академии. Тебя ждут. Это верно. Где тут наша гордость? Карета подана. Ой, здравствуйте, дядя Булот. В селе все готовы встречать тебя. Ой, только бы не зазнаться. Да придет он, обязательно. 5 шагов налево. 1, 2, 3, 4, 5. На месте. Я не опоздал, скажите, водитель. Не уехала еще на родину победитель? Нет, не опоздал. Тут еще твоя Айдана.
Спасибо тебе за все, Азиз. Без твоей поддержки я бы не справилась. Пустяки. Это я благодарен, что встретил тебя. Ты не заболел? Перестал говорить как рэпер? Сильно волнуюсь. Все рифмы из головы убежали. А чего же ты волнуешься? Я хотел сказать... Вот, это тебе подарок от меня. Новая гитара! Как здорово! Надеюсь, она покрепче старой. Я ее сам подбирал. У нее такой же нежный голос, как у тебя. Спасибо, Азиз. Ты мой самый близкий друг. Это хорошо. Жаль, что ты уезжаешь. Так я же всего на пару недель. А потом обратно буду учиться. Приезжай обязательно. Я буду тебя ждать. И знаешь, я больше не чувствую себя одинокой, как лунная девочка. Лучик солнца в каждом есть. Лучик солнца в каждом есть. Стоит ли судьбу тормошить, если обижаться притом? Высотой горы хороши, человек прекрасен трудом. Все делай только от души, не откладывай на потом. Чисто любит лезть, но не зря же там и здесь. Лучик солнца в каждом есть. Лучик солнца в каждом есть.